Сен Экер. Из жизни насекомых. Одноактная пьеса. Действующие лица. Правый, левый, остальные. Комната. В ней правый и левый. Правый. Бедный наш дом. Запах-то какой. Левый. И не говори. Что будем делать? Правый. А что тут делать-то? Открыть окно да проветрить. Левый. Придется открыть. Что поделаешь? Давно не открывали. Правый. Хоть и не выносим шума, да что поделаешь в такой радостный день, что так и будем сидеть при таком запахе. Потому вношу предложение открыть окно и проветрить комнату. Левый. И правда, сегодня радостный день, хоть и не любим мы шума, но открывать придется. Открывает, с улицы доносится такой невероятно оглушительный шум и душераздирающие крики, что оба затыкают уши. Правый кричит: «Сегодня радостный день, и поэтому давай отдохнем от этого шума. Пусть лучше пахнет, чем шумит». Левый кричит: «Так-то оно так, но как такое терпеть? Пусть уж лучше будет шумно». Правый кричит: «Ты что? Тишина лучше вони!» Левый кричит: «Но как можно праздновать при таком запахе? Пусть уж лучше будет шумно». Правый кричит: «Слушай, а зачем нам ссориться в такой радостный день?» Достает из-за пазухи 2 бутылки вина. Левый кричит: «Правильно!» Окна закрывают. Достает из кармана вату и запихивает в нос. «Ты потом заткнешь». Правый: «Зачем потом? Сейчас давай вату». Берет и затыкает уши. «Ты только говори погромче». Левый: «Ладно, давай начнем». Правый: «Давай. Говори тост». Левый: «Сегодня радостный день. Мы так долго его ждали. А с сегодняшнего дня мы начинаем новую жизнь. Жизнь без наших вечных соседей, тараканов. Вот они лежат, братья наши меньшие. Ну, давай, выпьем за это». Правый: «Правильно». Левый: «Пусть новая жизнь начнется для нас радостно. Сегодняшний день надо запомнить, ведь 10 лет мы его ждали. Сначала нас было 3, но наш 3-й товарищ не выдержал и года, уехал, а мы терпели. Да, жизнь прожить, не поле перейти». Правый: «Да, что и говорить, жизнь сложна. Единственное, что помню за 10 лет, это тараканы. И вот сейчас, знаешь, мне даже как-то одиноко без них, что ли». Левый: «Вот они лежат, бедненькие, запах-то до сих пор еще не исчез. А как же, ведь меня 3 травили, 10 баллонов дихлофоса извели». Правый: «Как сейчас помню, встанешь ночью в туалет, опустишь ноги с кровати, а на полу полным-полно тараканов. Включаешь свет, и они начинают бегать туда-сюда, а ботинки так и кишат ими». Левый: «Успокойся, все это прошло. С сегодняшнего дня мы начинаем новую жизнь. 10 лет мы ждали этого дня. Сколько бед из-за них перетерпели. Сколько штрафов платили, сколько раз чуть не выселяли нас. За 10 лет раз 100, наверное. Мы травили их, но они все равно выживали. А ныне же мы их хорошо потравили. Все дыры так законопатили, что они больше не сунутся к нам. Ну, давай выпьем за новую светлую жизнь». Правый: «Слушай, друг, а какая она новая жизнь?» Левый: «Как какая? Ну, без тараканов, без отвращения». Правый: «И все?» Левый: «Как все? Если тараканов не будет, то жизнь будет лучше, ведь так?» Правый: «Так». Левый: «Вот это и есть новая жизнь». Левый засыпает. Пробегает 1 таракан. Правый: «Живой! Таракан!» Левый: «Где?» Правый: «Вот, смотришь, шевелится, шевелится».
Левый. И правда живой, значит, зря трудились. Давай еще искать, может, еще есть. Вечно у нас ничего не получается. Правый. Больше нет, последний. Левый. Если так, то хорошо, давай его сюда. И сейчас мы его раздавим. Правый. Зачем? Левый. Как зачем? Чтобы новую жизнь начать. Правый. Но он же один остался, единственный. Левый. Ну и что? Что ты хочешь сказать этим? Правый. А что, если его оставить в живых? Левый. Зачем? Если его мы оставим в живых, то завтра-послезавтра они расплодятся опять. А мы ведь хотели новую жизнь начать. Правый. Ну, она же одна, без мужа. Не родит. Левый. А что это, самка, что ли? Как ты узнал? Ведь ничего не видно. Правый. Но тогда как же он без самки обойдется? Он же не может родить. Левый. Кто? Они что, дурак? Люди, что ли? Это же таракан. Правый. Говорят, когда люди умирают, они возвращаются обратно на землю, насекомыми или животными. Левый. В таком случае, может, ты родственника своего держишь. Так-то и должно быть. Уж очень вы похожи. Правый. А ты-то? Левый. Ты меня не трожь, я человек, понял, да? А я плюю на всякие веры твои. Вот ты и есть настоящее насекомое. Хотели новую жизнь начать, а он ходит все по-старому. Это называется предательством. И было бы из-за чего? Из-за таракана. А я человек. У меня вот, пожалуйста, 2 руки, как положено, 2 ноги и, в общем, гордо. А что тараканы твои? Всю жизнь обитают в щелях пола. Нет, я лучше умру, чем стану насекомым. Правый. Значит, не насекомое, да? Лучше умрешь, да? Левый. Лучше умру. Правый. Почему тогда ты живешь, а не сразу умираешь? Левый. Как? Правый. Почему тогда ты здесь живешь? В этой тесной, как гроб, комнате, запершись один. Вот всех тараканов убил, теперь начал новую жизнь без тараканов. И что будешь делать? 3, 5, 10 лет пройдет. И что? А я? А я верю, что вернусь на этот свет обратно хотя бы насекомым. Левый. Насекомым? Правый. Да, жить просто так, без веры, так обидно. Что просто так умру и все, что ли? А если я появлюсь на свет насекомым, то хоть какая-нибудь надежда будет, что вернусь обратно на этот свет. Честно говоря, насекомым быть даже лучше. Ни о чем не думаешь, если тебе тепло, уютно, ты сыт. И что тебе еще нужно? Левый. Нет, вот смотри, твой таракан. Я его накрываю стаканом. Куда он денется отсюда? Никуда. Никуда. И ты так же будешь. А я не хочу быть насекомым. Правый. Не хочешь? Но ты все равно насекомая. Только вид у тебя другой. Ты хочешь завтра пойти на работу? Нет, не хочешь, но все равно пойдешь. А вечером придешь и будешь спать. А потом опять на работу. И так каждый день. А человек должен быть свободным и делать то, что он хочет делать. Левый. Так-то оно так, но ведь обидно же. Все же таки человек. Правый. Поэтому давай оставим его в живых. Я ему домик сделаю, конуру, назову его, ну, например, дружком. Выучу, кормить буду. Нет, ты только представь, мы приходим с работы усталые, злые, а дома нас ждет дружок. Потом он может жениться, детишки пойдут. Это же еще лучше. Мы за ними будем смотреть, ухаживать, и тогда мы на этой земле хоть какой-то след оставим. Левый. Нет, не получится. Ведь 10 лет ждали этого дня. Правый. Я все сделаю, даже соседи не узнают. Левый. Нет, не получится. Правый. Почему? Левый. 10 лет ведь ждали этого дня. Так что, все это напрасно, что ли? Я понял. Ты заболел. 10 лет жили среди тараканов, и ты до того свыкся с ними, что не выдержал их отсутствия. А мы ведь люди.
Люди. Правый. Нет, я насекомое. Левый. Нет, нет насекомое вот в стакане, а ты человек. Ты человек. Правый. Нет, я насекомое. Левый. Нет, ты человек. В отчаянии внутренней борьбы правый за хлопком ладони убивает таракана. Пауза. Правый. Я убил его. Левый. Успокойся, ему сейчас очень хорошо. Он вернется, обязательно вернется человеком. Правый. Сюда. Левый. Да, сюда. И мы опять заживем по-старому втроем. Втроем будем ходить на работу, отдыхать, смотреть телевизор. Ведь мы же люди все-таки, черт побери. В конце концов, мы ведь даже кричать умеем. Сейчас откроем окно, и пускай будет шумно, пускай кричи громче, пусть все услышат. Все, ведь они тоже люди. Люди! Разбивает окно, прорывается шум большого города, и они начинают кричать, надеясь перекрыть этот шум своими криками. Занавес.